Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на март 2020 года для тельцов. Посмотрим основные события на колоде Таро и на колодах Ленорман посмотрим отношения, работу, финансы и совет. Сначала посмотрим основные события. Специально здесь у нас старшие арканы только. Первые 10 дней для тельцов, март. Вторые 10 дней. И третьи 10 дней. Итак, первая карта у нас справедливость. Она говорит о том, что могут решаться какие-то важные очень вопросы, связанные с ответственностью, да, с разделением ответственности, с разделением каких-то полномочий, с судами, юридическими вопросами. Также могут решаться вопросы с недвижимостью, с каким-то материальным достатком, уютом. Здесь могут быть вопросы ремонта, улучшения каких-то материальных условий. Вообще эта карта, когда мы уже много вкладывались в отношения, и вот теперь получаем результат. Если говорить о финансах, тоже здесь только все справедливо, да, сколько поработали, столько заработали, столько получили. Очень хороший период для того, чтобы заключать договоры по работе, да, новые, может быть, какие-то будут люди появляться, новые клиенты, новые возможности, новые здесь звонки, знакомства и так далее. Также карта говорит о том, что хороший период для заключения браков. И вот те тельцы, которые как раз уже готовы к этому, да, вот есть возможность как раз вот бракосочетания. Также карта говорит о том, что может быть какой-то важный разговор в это время у тельцов, который вот не допускает других людей, да, вот вы только вдвоем говорите и до чего-то важного договариваетесь. Также по этой карте индивидуальные консультации очень хорошо проходят. Карта призывает слушать обе стороны. Карта призывает идти на компромисс, если это нужно. То есть ставить отношения на первое место. Ну и, конечно же, обязательно нужно следить за тем, чтобы ответственность была обоюдная. Чтобы не было такого, что один партнер несет на себе всю ответственность, а другой просто там отдыхает, допустим, да, то есть здесь тогда будут какие-то проблемы. То есть здесь контроль нужен именно вот за тем, чтобы все было справедливо. Также можно сказать еще, что ну, вообще вот эта карта у нас за закон отвечает и за вот то, что относится к собственности, когда вот мы, допустим, заключаем брак, да, это вот общая какая-то наша собственность. Вот могут решаться вопросы такие, допустим, недвижимость для семьи оформляем, да, документом каким-то. Может быть, какие-то завещания оформляются или еще что-то, какие-то бумаги, да, здесь у нас могут быть. Также можно сказать, что неплохо было бы применять обязательно логику, разум, дипломатию, чтобы не только сердцем, да, вот мы могли принимать решения, но и самое главное, вот разум включать. Теперь вторая декада, 10 дней вторые. В марте для тельцов выпадает карта Луна. Причем на этой карте Луна очень как бы благотворный такой знак. Во-первых, она у нас здесь растущая, да, то есть что-то может появиться очень значимое в этот период времени, и оно будет развиваться, расти. То есть, если, допустим, вы ждете исполнения какого-то желания или реализации чего-то, да, то вот у вас есть 2 недели на то, чтобы это осуществить. То есть через 2 недели вы уже получите результат. Очень светлая карта, она говорит о том, что вас жизнь ведет. Вы даже можете не беспокоиться о том, что
допустим, не знаете, каким образом вы достигнете желаемого. Вам будет жизнь подсказывать, она будет вам давать нужных людей, направлять вас в нужную сторону. То есть у вас есть дорога, по которой вы идете. Вам главное сделать как бы шаг, иметь представление, куда вы идете, сделать шаг, и дальше уже вас жизнь ведет. Можете даже не беспокоиться на этот счет. Кроме того, эта карта у нас связана с мамой, с домом, с родиной, поэтому все вот эти темы тоже могут проигрываться. Ну и, конечно же, недвижимость. Да, вот у нас там недвижимость. Может быть, кто-то оформляет покупку, продажу, ипотеку и так далее. Здесь вот все может быть. Вот смотрите, здесь у нас в небе такие вот как бы завихрения, да, то есть как бы Луна у нас в одной такой петле, а вот где у нас недвижимость, там совершенно другая петля. То есть, скорее всего, будет, если будете решать вопросы недвижимости, это будет как-то с какими-то сложностями, возможно, но в течение 2 недель вы точно этот вопрос решите. Кроме того, это у нас карта связана с эмоциональностью, с какими-то эмоциями, чувствами и так далее. Да? То есть мы здесь должны, конечно, на интуицию тоже опираться. Если вот в первой части, в первых 10 днях марта тельцам лучше на разум опираться, вот именно вторая декада лучше опираться на чувства, слушать свою интуицию. Также карта говорит о том, что, может быть, будут вопросы там, прописки, аренды, может быть, какие-то вот секреты открываться, да, если, допустим, был какой-то обман, вы обязательно об этом узнаете. Еще эта вот карта говорит о цикличности, то есть на этой, вот именно в эти 10 дней может повторяться какое-то событие из прошлого, то есть еще раз, да. Теперь посмотрим 3-ю декаду, окончание месяца. Здесь выпадает карта Император. Опять включать нужно разум, опять нужно думать о том, как лучше всего строить свою жизнь. Здесь вот у нас человек, который видит вот будущее именно в общем, да, не в деталях. То есть как бы целую картину видит, целостную картину. Вот это важно. И самое главное, вот для тельцов в конце месяца обязательно обдумывать шаги заранее. Ни в коем случае не совершать необдуманных решений. Это, кстати, тоже может быть карта, связанная с недвижимостью. Да, вот если, допустим, здесь у вас еще были какие-то хлопоты, связанные там с оформлением, допустим, да, какие-то еще идеи были, препятствия, то вот в конце месяца здесь уже замечательная возможность есть для того, чтобы уже оформить все необходимое по недвижимости. Также эта карта связана с безопасностью, да, будьте осторожны с бумагами, читайте мелкий шрифт, обязательно проверяйте все, приглашайте специалистов, которые в этом разбираются, чтобы они вас как бы поддержали. Также карта говорит о том, что нужно защищать свои финансы обязательно, чтобы все было разумно. Карта это связано также с новыми целями и планами. Может быть, у кого-то из тельцов будут именно как раз вот в конце месяца какие-то идеи придут. Они действительно имеют энергию для того, чтобы сбыться. Вот если у вас действительно какая-то мысль приходит, которая вам нравится, которая кажется разумной, у нее точно есть возможность сбыться. И, скорее всего, это изменит вашу жизнь к лучшему. Вот эти новые цели, новые планы, начинания, да, вот, может быть, даже поменяют ваш статус, поменяют вашу самооценку и так далее. То есть очень важное, может быть, важные 10 дней в этом месяце. Посмотрим отношения у тельцов в марте. 3 карты достанем из колоды Ленорман. Сначала для тех, кто... Так, вот так вот. Сначала для тех, кто ищет партнера, для тех, кто в паре и для тех, кто в ссоре. Сразу достанем для работы карты. Для тех, кто в поиске, для тех, кто работает и для тех, у кого свое дело.
2 карты. Одна на финансы и вторая на совет. Совет на месяц. Итак, сначала отношения. Первая карта у нас была для тех, кто в поиске партнера. Выпадает карта всадник. Эта карта говорит о том, что есть действительно возможность обновить свои знакомства, свои связи. Вот новый человек может к вам прийти в вашу жизнь. И, конечно же, это, скорее всего, будут какие-то неожиданные перемены, потому что вот эта карта, она всегда такая суетливая, да. Скорее всего, мы попадаем в круговорот событий, когда много людей, когда много нового, много информации, много чего-то, которое выбивает нас из привычного круга. И вот нужно уметь замечать все-таки то нужное, да, обращать внимание на то новое, что приходит в нашу жизнь. Иначе оно может просто мимо пройти, и мы не заметим, пропустим. То есть для тех, у кого нет пары, есть возможность встретить пару, причем неожиданно. Да? Все зависит от нас, от наших возможностей коммуникации. Нужно разговаривать с людьми, нужно знакомиться, нужно звонить, нужно писать. И если, допустим, кто-то проявляет инициативу, обязательно нужно отвечать. Уже потом разберетесь, подходит вам человек или нет, но первому впечатлению доверять не стоит. Нужно посильнее, как бы подольше пообщаться для того, чтобы уже решать, подходит вам человек или нет. Для тех, кто в паре, выпадает карта плеть. Эта карта связана с непониманием, да, может быть, знаете, такие непредсказуемые какие-то ситуации, и вы себя ведете также непредсказуемо, да, как-то инстинктивно, не подумавши, можете отреагировать, и результатом этого может стать ссора, скандал, да, то есть вот здесь прям вот нужно внимательно очень относиться к себе, к своему состоянию, к своему партнеру. Карта говорит о том, что если, допустим, такие вот неожиданные неприятные вещи происходят, может быть даже расставание, но даже если временное, все равно это неприятно, да, поэтому лучше следить за тем, что мы говорим, как мы реагируем. Может быть, кстати, здесь карта, связанная с зависимостью, да, если, допустим, у кого-то есть зависимость там, к алкоголю или еще к чему-то, вот нужно быть осторожнее, потому что прям будет соблазнов очень много. И также эта карта, знаете, такой большой физической активности. Может быть, лучше посвятить этот месяц там, отдыху активному, либо просто больше активности физической, допустим, спорт, да, или, может быть, какие-то прогулки ежедневные. В общем, что-то нужно делать, чтобы вот эти наши избыточные энергии выходили наружу самым естественным способом. Иначе они выражаются, вот в межличностных отношениях выражаются конфликтами. А также эта карта со сексуальной энергией связана, да, для кого-то она вот таким образом может проиграться. Вообще вот эта карта еще, знаете, отклонений от нормы, да, вот есть какая-то норма, допустим, у вас в жизни с вашим партнером, и вот в этом месяце может быть вот что-то туда или сюда, да, то есть как-то по-другому, не так, как обычно в ваших отношениях. Для тех, кто в ссоре, выпадает карта медведь. Это, в принципе, карта хорошая, карта покровительства, карта человека сильного, да. И вот кто из вас в вашей паре более такой как бы сильный, уверенный в себе, тот, скорее всего, и будет проявлять инициативу к примирению, да. Здесь вообще вот карта медведя, она связана с родом, да. То есть в любом случае, если вы, допустим, даже поссорились, вы, скорее всего, люди родственные души. И не нужно тратить время на распри, на ссоры, да, лучше договориться и как бы продолжать быть рядом друг с другом, радовать друг друга и так далее. А также эта карта связана еще с денежками, да, может быть какая-то денежная проблема между вами, и вот из-за этого вы можете как-то
ну, как бы не понимать друг друга. Или, может быть, наоборот, у кого-то появятся денежки, да, и вы воспользуетесь этим для того, чтобы там купить, допустим, какой-то подарок или еще что-то, ну, чтобы легче было помириться. Также вот эта карта такой вот защиты, да, то есть, в принципе, есть возможность защитить ваши отношения. Но и если отрицательную сторону брать, может быть, один из партнеров как-то слишком уж опекает другого, да, что аж вторгается в личное пространство. Вот тогда, конечно, вот это лучше урегулировать сначала, а потом уже тогда, ну, как бы все уладится, наладится. Так, давайте посмотрим работу. Так, вот это у нас была первая карта. Значит, мы их вот так распределяем. И смотрим, что у нас для тех, кто в поиске работы. Выпадает карта дерева. Ну, конечно же, она говорит о том, что ваши усилия увенчаются успехом. Все будет у вас действительно здесь замечательно. Это карта очень таких хороших возможностей, да. Это карта такой жизненной силы, да, то есть ту деятельность, которую вы можете найти в марте, она действительно как бы вам подходит. Вы можете себя реализовать, весь свой опыт применить, и расти можете дальше, и как-то приняты можете быть в коллективе хорошо. В общем, здесь все замечательно. Ну и по финансам, конечно, у нас тут зелень, да, все тут как надо. Для тех, кто работает, выпадает карта рыбы. Хорошая прибыль, хорошие возможности для обучения, хорошие возможности для того, чтобы как бы быть как рыба в воде, да, то есть в коллективе хорошее взаимопонимание. Ну, карты рыбы, они вообще для деятельности очень подходящие. Вот как-то этот месяц открывает для вас новые возможности, да, и глубины тоже, может быть, вашего профессионализма, может быть, то, что вы не знали раньше, как применить, вам станет ясно. Может быть, откроется какой-то новый финансовый тут источник для вас, может быть, повышение будет, либо премия какая-то, да, то есть, ну, здесь действительно у нас очень хорошие такие перспективы. Карта говорит также о том, что вы можете вот в продажах очень хорошо преуспеть, потому что это вот карта с коммерцией связана. И причем вот может быть, знаете, вот эта карта, она хорошая для тех, кто рисковать любит, да. То есть, если действительно риск оправдан, да, какое-то важное вот у вас предприятие, предложение, вот соглашайтесь, повезет очень. Для тех, у кого свое дело, выпадает карта письмо. Ну и, конечно же, все, что касается информации, договоров, техники, которые у нас для информации используются, да, различные компьютеры, принтеры и так далее. В общем, какие-то договоры. Вот эта вот вся информационная канитель, да, она будет важна в этом месяце. Она, если вот вы будете следить за всем, если будете развивать вот информационную именно сторону своего дела, у вас открываются великолепные возможности, просто безграничные. Вы прямо вот выходите из привычного уровня, да, с привычного, как сказать, состояния в совершенно новое. Вот также карта говорит о том, что могут быть какие-то очень важные договоры заключены, подписаны, да, могут приходить люди, которые действительно вот могут стать вашими надежными помощниками на будущее. Ну и также карты связаны с деньгами, да, то есть очень много возможностей тут для зарабатывания денег, чеки, билеты, в общем, все, что с бумагами связано, да, все это очень важно в этом месяце. Посмотрим финансы. У нас вот финансовая карта, а вот это у нас совет. Для финансов у нас выпадает карта гора. Ну, гору денег вполне можно заработать, да, в этом месяце. Смена сезона, очень хорошие возможности. Кроме того, на этой карте у нас она вот такая прям высоченная, остроконечная, да, очень такая внушительного вида гора. Вот точно такие же финансы будут у тельцов в этом месяце. Также
эта карта, если вот про финансы говорить, может быть как и препятствие, да, как и задержка какая-то. Если, допустим, положительная сторона этой карты, вот гора денег, да, может быть и отрицательная, допустим, это может быть как препятствие, как задержка, может быть как необходимость просто подождать. Если у вас какая-то ситуация не решается с деньгами, она, скорее всего, чуть позже решится. Вот здесь вот как раз. Но если, допустим, это только проект, который вызывает у вас сомнения, вот финансовый, может быть, даже стоит отказаться, сказать нет, да, если вот вы видите, что это что-то такое вот вам неподходящее. Совет. Совет для тельцов, выпадает карта Гроб. И эта карта говорит о полной трансформации вашей жизни, да, то есть вы можете этому поспособствовать. Есть замечательная возможность в этом месяце как-то поменять свою жизнь к лучшему. Уйдет то, что не нужно. Какое-то преобразование обязательно в вашей жизни будет, и вам самое главное не противостоять этому, а помогать, как бы включиться в этот процесс, чтобы месяц прошел как можно более приятно, да, чтобы все изменения, они вас просто там радовали, вынесли, да, на вершину. Лучше всего принимать все вот как есть, понимать, что все к лучшему. Вот эта карта, она очень такая переменчивая. Заканчивается одно, начинается другое. Какая-то, знаете, даже может быть вот какой-то духовный переход. Может быть, это не во внешней жизни, да, а во внутренней. Может быть, вы, допустим, на жизнь смотрели одним образом, потом стали по-другому. Какое-то событие, допустим, произошло и переменилось ваше мировоззрение. Или, допустим, одного человека видели так, а он потом для вас совершенно в другого человека как будто бы превратился, да. То есть вот такие трансформации. Также вот как предупреждение по этой карте идет деструктивное поведение, то есть нельзя допускать вот именно неправильно как-то себя вести по отношению к другим людям, потому что это может разрушить отношения, может такое вот как бы серьезные последствия иметь. Ну и также может быть, знаете, вот какие-то вот отрицательные эмоции, да, могут зашкаливать. Обязательно нужно их переводить во что-то. Если, допустим, вы заняты, вот, ну, что вам больше всего нравится, переводите в работу, переводите в финансы, в путешествия, в физическую активность. И тогда вот как бы лишний вот этот потенциал уйдет, и все, и вы как бы спокойно проживете этот период. Друзья, желаю вам прекрасного месяца, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. С весной вас поздравляю, всего вам доброго, до новых встреч.